Вот. Поэтому, значит, что касается религии, то есть проблема здесь и у нас внутренняя, мусульманская проблема, ее, конечно, нужно решать. Но с другой стороны, мне хотелось бы, чтобы те, кто считает себя христианами или просто светскими людьми, чтобы они тоже с большим пониманием отнеслись к этой проблеме и не старались относиться к мусульманам по принципу, чтобы их меньше видеть, слышать и вообще постараться вытеснить на обочину жизни. Потому что когда мусульман вытесняют на обочину жизни, не дают, например, мечеть открыть или не дают книги издавать, то, разумеется, как говорит народная мудрость, гони природу в дверь, она, значит, в окно. Да? Поэтому люди уходят просто туда, где их не видят, да? В частные территории, там, в лес и так далее. Там все равно объединяется, все равно у них находится проповедник, но просто этот проповедник уже будет совсем другой, не тот, которого муфтий проверил, там, его уровень знаний, там, его богословскую направленность, а там уже будет то угодно, может быть, из Америки присланный, может быть, еще откуда-нибудь, но может уже любые радикальные и совершенно безответственные вещи внушать молодежи. Поэтому на самом деле правильный путь – это путь как раз к тому, чтобы мусульмане имели нормальное количество молитвенных помещений, мечетей, да, имели нормальное количество литературы, но чтобы это было правильной литературой, чтобы были правильные проповеди, хутбы в этих мечетях, вот, чтобы это было все открыто и прозрачно, чтобы все общество это видело и слышало, и мусульмане сами в том числе, чтобы тоже могли это все нормально оценить со стороны. Вот, тогда, и, между прочим, православной Российской империи, то есть государство, которого, можно сказать, его основных положениях было записано, что православная вера является, значит, первенствующей, там, господствующей и так далее. Государь-император есть главный защитник православной веры. Вот в этом самом государстве ислам имел такой статус, что все дети мусульман российских до 17 года были обязаны посещать духовные учебные заведения, мактабы, медресе. Еще царская полиция еще следила за этим и наказывала, значит, если кто не посещал. Вот. То есть, смотрите, православный российский государь заботился о том, чтобы мусульмане получили свое собственное образование. Но, разумеется, образование правильное, а не вот какое-то альтернативное, взятое из лесов, гор там, или пустынь. Вот, поэтому нужно учитывать, что такой опыт у нас уже есть. Вот, и сегодня не повторять ошибок, и тем более не пытаться быть святее папы, как говорится, да, и под предлогом, что у нас большинство в стране православных, пытаться вытеснить мусульман на обочину жизни, потому что ничего кроме зла от этого не будет. Вот. А добро будет тогда, когда будет максимальная открытость. Вот. Ну и затем, безусловно, для укрепления межрелигиозных отношений, в первую очередь в России это между мусульманами и христианами, ну, пожалуй, здесь надо назвать еще и третий партнер, это, скажем так, светское общество, которое не ориентировано ни на одну религию, а оно достаточно сильно в России на сегодня, даже вот уже через 20 лет после того, как началось возрождение религий, на сегодня все-таки удел светского общества достаточно большой. А если иметь в виду потенциал науки, то наука все-таки в России в большинстве своем является светской, то есть ее представители не являются религиозными людьми, даже если и признают какую-то религию, высказывают уважение, но такими уж явными последователями не выступают. Вот, поэтому речь идет о гармонии между исламом, христианством и, скажем так, светским обществом. Вот для того, чтобы эта гармония и добрые взаимоотношения были, для этого, на мой взгляд, необходимо, значит, государственную политику выстраивать по принципу уважения, значит, каждому. Кстати, опять-таки,
зарубежный опыт сейчас могу вспомнить. Например, в армии США, пожалуйста, демократическая страна, считающаяся образцом демократии и либерализма, значит, там есть военные капелланы. В основном там это представители протестантских конфессий или католичества, что в Америке свыше 50 миллионов католиков еще. Но в последнее время там и муллы теперь появились, поскольку мусульман там тоже уже немало. Вот. Наверное, иудейские там есть. Ну, там по контингенту смотрят. Вот. Поэтому военнослужащие не ограничиваются никак в своих правах. Каждый может к любому уходить или вообще никому не ходить. Но категорически запрещено в армии США вести какие-либо споры по поводу религии. То есть, вот, пожалуйста, ходи к любому, слушай, но значит, так, чтобы не было обличений друг друга, там упреков, что у вас там неправильная религия, там сатанинская, еще какая-то, да, то есть категорически запрещено. Вот тоже, может быть, и в этом есть какой-то, пусть небольшой, но позитивный пример, как решать эти вопросы. Вот. То есть мир между религиями зависит также и от государственной власти. Власть у нас от религии как бы отделена по Конституции, но на самом деле это отделение означает не вмешательство во внутренние дела. Государство не должно решать богословские вопросы, там, догматические, навязывать какие-то религиозные решения. Вот в этом отделение. А вот регулировать мирные взаимоотношения между представителями религии государство и может, и должно, и даже обязано. Вот, поэтому, на мой взгляд, государство должно